Элир Меджитов. Дайте я бок на Велиферка А это бок. Не страшно. А это же нам жертву надо. Все блуждается. Действительно, события 1987 года уже историческое нашего народа, национальное движение сыграло очень большую роль. Конечно, жить воспоминаниями это приятно. Здесь пытались как-то кое-какие ораторы своего рода подвести итоги, сделать анализ того, что мы добились после того, как началось массовое возвращение нашего народа на родину. К сожалению, большими результатами мы похвастаться не можем, потому что здесь все трезвые люди, все участники национального движения, будем так говорить, здесь в этом зале собрались соль земли крымской, которые не жалели ни сил, ни здоровья, ни времени для того, чтобы решить первую задачу из того наказа народа, которую вы, наверное, все прекрасно знаете. Первое, как говорится, решение было добиться возвращения народа на родину. С 1956 года прошло много времени, с большими усилиями, как бы процентов на 70, на 80 мы реализовали эту задачу. Но вторая задача – восстановить государственность. Мы, к сожалению, пробуксовываем. Будем говорить прямо. Пробуксовываем. Поначалу надеялись, что наш представительный орган от имени всего народа будет эту идею реализовать, особенно после второго Курултая, когда было принято решение о национальном суверенитете. Как бы кто ни относился к этому институту, но декларация о национальном суверенитете это была более развернутая такая программа действия нашего народа на перспективу. Но вопрос второй, что сделали с этой декларацией. Я хорошо помню, как Дидара Шабанов, будучи делегатом Курултая, постоянно поднимал этот вопрос. Делегаты засвистывали, затаптывали, не давали говорить. Вот, к сожалению, будем так говорить, наш народ выбирал и таких делегатов. А потом эта система пошла работать сама на себя, начали выбирать сами себя. Я являюсь тоже одним из учредителей этого института, но я не раскаиваюсь в том, как вот здесь раскаивался Арифатада. Ничего коснется еще. Минуточку. Я никого не перебивал, мне тоже не надо перебивать. Вот. Вероятно, национальному движению нужно было пройти этот этап жизни. Теперь вот здесь Надыр Бей как бы схематично нарисовал картину, при каких условиях мы можем добиться восстановления своей государственности. Я думаю, что раз здесь цвет нации, соль земли, мы действительно должны, как говорится, над этим задуматься. У всех, конечно, огромное желание при своей жизни увидеть восстановление этой государственности. Но, я как сказал вначале, много усилий потребовалось для того, чтобы первую задачу решить, вернуться. Вероятно, ситуация требует, чтобы мы, как говорится, прожили определенный этап жизни, подготовили ситуацию, чтобы восстановить. А для того, чтобы быть готовым восстановить свою государственность, значит, мне кажется, надо приложить усилия. Вот здесь, к сожалению, уже было до меня тоже сказано, молодежи очень мало. Здесь сидят люди, которые работали с людьми каждый день. Как говорил Кемал Ага, заходили из дома в дом, говорили с глазу на глаз с людьми. Этот эффект работал. Мы сейчас свою боль, свои болезни рассказываем друг другу. То, что проходило, все эти исторические моменты, мы опять-таки рассказываем друг другу. Почему мы не можем соседу, детям, внукам, на той улице, где мы живем, передавать им
Потому что мы сейчас, есть древнегреческая легенда про Антея. Пока он касался земли, он был непобедимый. Когда его оторвали от земли, победили его. Мы вот сейчас, я тоже в том числе, отрываемся от земли, отрываемся от народа. Говорим только себе. Поэтому я вижу, задача в том, что надо пробудить в нашей молодежи национальное самосознание. Кто мы? Для чего вернулись? Чего мы хотим? И к чему стремимся? Молодежи, если это не будем рассказывать, ну, 10-15 лет, и нас не будет, кто им будет говорить, кто их будет учить, кто их будет направлять. Поэтому пробудить национальное самосознание среди молодежи. Вы все люди авторитетные. Ту задачу, которую озвучил Надыр Бекиров о демографическом росте, кто может более авторитетно сказать нашей молодежи? Великий Баладыги. Хотя бы минимум 5 дней bizim куртара. 5 дней. Внедрять в сознание молодых людей на свадьбах, на различных мероприятиях, чтобы мы демографически росли. Наступит время, как бы мы ни говорили, хотим остановить, политику делают большие батальоны. Если мы не будем создавать эти большие батальоны, это будет пустопорожняя болтовня. Второе. Минуточку. У нас есть очень большой запас, потенциальный запас, это наша диаспора. Мы разве с этой диаспорой планомерно ведем работу? Кто с ними ведет работу? Поездил, покрутился, там деньги собрал, вернулся. Мы с диаспорой не работаем. К сожалению, на сегодняшний день наши соотечественники, которые были вместе с нами высланы, на сегодняшний день они тоже как бы диаспорой стали. Вот. И с ними тоже не работаем. Вот мы собираемся между собой только разговаривать. Работы непочатый край. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим хорошим смысле слова аксакалам и к тем руководителям организации. Действительно, если не будет продумана планомерная, пошаговая работа с людьми, с народом, с молодежью, в первую очередь с молодежью, мы будем только болтунами окажемся. Что в салонце?